14 августа состоялась двухсторонняя встреча президента ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава с президентом ТПП КНДР Рюхен Чхор. Представители ТПП Абхазии презентовали буклеты, в которых были представлены экономические, инвестиционные и туристические потенциалы нашей страны. По словам Тамила Мирцхулава, презентация вызвала большой интерес участников встречи. Стороны отметили важность первого этапа развития двухсторонних торгово-экономических отношений. Мы подписали официальное соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое, как я считаю, станет положительным шагом для развития и расширения торгово-экономических отношений между бизнес-сообществами Абхазии и КНДР, учитывая, что товарооборот на сегодняшний день существует между двумя республиками, и только за 2017 год товарооборот составил почти 5 миллионов рублей, а за первое полугодие, даже за первый квартал текущего года товарооборот составил почти 2 миллиона рублей. В КНДР выразили желание скорейшего перехода из представительских отношений в партнерские. Как отметила Тамила Мирцхулава, на встрече обсуждались различные вопросы взаимодействия, от экономических до научно-практических связей. Прорабатывались планы создания совместных предприятий в Абхазии по переработке сельхозпродукции. То есть рассматривался вопрос и касательно создания совместных предприятий в Абхазии, то есть это создание производств по переработке сельхозпродукции, тех же экзотических фруктов, то есть на базе абхазского сырья. Было предложено рассмотреть возможность экспорта абхазского вина в КНДР, обсуждались вопросы его поставки. Вопросы реализации абхазского вина на дистрибьюторской основе в КНДР. Делегация из Абхазии в рамках поездки также посетила ряд предприятий, в том числе одно из самых крупных по производству кафеля. Как отметила президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава, до конца текущего года делегация Торгово-промышленной палаты КНДР посетит Абхазию с официальным визитом. Им будет предоставлена площадка для презентации северокорейской продукции. Рената Шакай, Саида Гухава, Абхазское телевидение.